Я знаю Фаину Иннокентьевну с самого своего пионерского детства. И мы с ней потом очень много работали, когда я работала в школе, когда работала в управлении образования. Ну, про Фаину Иннокентьевну можно говорить очень долго, потому что это целая эпоха, это легенда. И все наше поколение ее прекрасно знает, она известный человек. Фаина Иннокентьевна человек уникальный. Вот она, для нее, кроме дворца, ничего, по-видимому, не было. Вот домой она уходила только спать. Это факт. Конечно, самым ярким моментом остался Новый год. Когда мы были на спектаклях, а мы со своим ансамблем танцевальным работали почти каждый день в спектакле, а начинались у нас новогодние утренники с 27 декабря и продолжались включительно по 10 января. И каждый спектакль, в конце каждого спектакля Фаина Иннокентьевна выходила на сцену, царственно взмала вот руки вверх и говорила очень приятные слова для школьников, для младших школьников. Она их напутствовала и приглашала на новогодний праздник дальше. Была игровая программа у ее. Наверное, самое сильное мое впечатление все равно осталось именно с детства. Я помню новогодние праздники, открывается занавес во Дворце пионеров, и на сцену выходит Фаина Иннокентьевна. Красивая, царственная. И мне тогда казалось, что она очень похожа на Тамару Макарову из фильма «Каменный цветок» по сказу Бажова. Она очень была похожа на хозяйку Медной горы. Шли годы, мы становились старше, но Фаина Иннокентьевна абсолютно не менялась. Она была всегда такая же, с горящими добрыми глазами и с царственной осанкой. Она еще очень много уделяла внимания развитию национальной культуры якутской. У нее была знаменитая вот северная картинка, которую весь дворец ездил, показывал. И каждое лето на теплоходе или в Киренск, или в Тикси, в общем, целый теплоход детей показывали творческие коллективы были задействованы. Танцевальный, хоровой, театральный, кукольный, инструментальный. Показывали эту программу жителям прибрежных поселков и городов. И также во время строительства БАМа тоже каждые весенние каникулы весь дворец вылетал до Нерюнгри, там дальше садились поезда, занимали несколько вагонов и показывали эту программу строителям БАМа, что, в общем, конечно, запомнилось не только самим строителям, но и, естественно, ребятам. Каждую елку, несмотря на ее настроение, на самочувствие, на протяжении очень многих лет, Фаина Иннокентьевна обязательно выходила к детям. Каждый новогодний праздник. Спорили с ней нередко. Она мне прощала это. Поумнел потом с возрастом. Перестал спорить. Ну, мечтала еще, чтобы тут вообще был детский городок, чтобы на каждом своем выступлении на сцене в Новый год она выходила и как на трибуне все время говорила о своих мечтах, что здесь будет спортивный комплекс, что здесь будет бассейн, лодочная станция, в общем, целый городок детский. Это было ее мечтой. И она требовала также, она вот, допустим, человека принимает на работу преподавателем, она говорит, мне не нужны урокодатели. Да. Надо, чтобы человек на месте творил. Если вы пришли на занятия и ждете, когда ваш урок закончится, то мне такие работники не нужны. Вот так, да. Урокодательство, это ее слово, она его часто употребляла. И вот даже то, что стоят вот эти два наших здания дворца, мы обязаны Фаине Иннокентьевне. Я думаю, что в моей памяти она всегда такой и останется. Доброй, отзывчивой и настоящей царицей. Царицей нашего детского дворца.